Борьба с незаконным оборотом наркотиков – одно из приоритетных направлений деятельности полиции. В прошлом году в республике изъяли более 37 килограммов запрещенных веществ, а за 2 месяца текущего уже 8 килограммов. Немалую роль в этом сыграли неравнодушные люди, которые сообщали о случаях распространения дурманящих веществ или функционировании притонов. Житель Сыктывдинского района сообщил правоохранителям, что стал свидетелем распространения наркотиков через так называемые закладки. Мужчина описал подозреваемого, и через некоторое время автоинспекторы остановили пешехода, подходящего под ориентировку. У задержанного изъято примерно 200 грамм наркотических веществ, около 100 грамм N-метилофенрона и столько же гашиша. За попытку сбыта подконтрольных веществ в крупном размере приговором Сыктывдинского районного суда Республики Коми злоумышленник осужден к 9 годам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Жительница Воркуты проявила гражданскую позицию и сообщила полицейским, что в одной из квартир мужчина организовал наркопритон. Хозяин и его гости вели себя неадекватно, шумели и мешали соседям. В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что 41-летний житель города Воркуты действительно предоставлял жилое помещение для употребления и изготовления наркотического средства дезоморфин. В отношении жителя Заполярья возбуждено уголовное дело по факту содержания притона по статье 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Своевременный звонок бдительного мужчины помог сыктывдинским полицейским не допустить сбыт почти килограмма синтетических наркотиков. Заявитель сообщил марку, цвет и госномер подозрительного автомобиля. Автоинспекторы остановили транспортное средство и при осмотре обнаружили запрещенные вещества. Наркокурьера поместили под стражу. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Распознать наркосбытчика можно по его действиям. Молодые люди пытаются что-то спрятать в легкодоступном, но малолюдном месте. Тайник обязательно фотографируют, чтобы передать информацию оператору интернет-магазина и далее для потребителей дурмана. Ни в коем случае не пытайтесь задержать закладчиков. Сразу сообщите в полицию. Это можно сделать абсолютно анонимно. Четко опишите приметы подозреваемых, марку, цвет и номера их машины. Возможно, благодаря именно вашему звонку будет прервана целая цепочка наркосбыта.